правительства. Выслушав отчет, который неплохо подготовлен, сопровожден эффектными данными, у меня сложилось впечатление, что, честно говоря, большая часть населения живет с вами в параллельной реальности. Мне даже на минуту показалось, когда говорили об экономических проектах, темпах роста и цифрах, что мы выслушиваем отчет премьер-министра Швейцарии. Но как депутат хочу отметить, что приходит все большее количество писем граждан, которые говорят о неудовлетворенности социальными проблемами, экономическими, отсутствием возможности получить социальное жилье. Конечно, мы можем отмахнуться от проблем, спрятаться за индексы, который вырос по совокупности, но за счет чего? За счет того, что правительство повысило индекс оценки самих себя. Между тем, индекс доверия населения упал. Это объективные данные. Я далека от мысли, чтобы всю вину за ситуацию сложить на вас, на это правительство, потому что годами складывалась проблема в экономике, в социальном секторе. Но тем не менее, сегодня у премьер-министра по Конституции очень большие полномочия и очень большие ожидания у общества по реальным реформам, по реальным изменениям. Насколько они соответствуют? От правительства нужны воля, энергия, видение будущего и сильная команда. По команде, честно говоря, есть большие претензии. Несогласованность между министерствами, откровенная критика отдельных министров, но по ним не принимаются решения. Минсельхоз, Минобраз, можно продолжать. Во многом правительство занимает реактивную позицию, как пожарная команда. По таможне с Казахстаном, по границам. Эти вопросы ведь давно нужно было решать. Нужна проактивная позиция правительства. Тот же уран. В вашей программе «Единство, доверие, созидание», пункт 5.2.12, там очень много сказано про туризм и экологию, а где идет перечень полезных ископаемых и добычи, ни слова нет об уране. У вас есть полномочия отменять решения, которые не соответствуют интересам народа. Возьмем борьбу с коррупцией. Сегодня идет борьба с коррупционерами, а нужно переходить к борьбе с коррупцией как явлением. У вас нет... 10 секунд. Сегодня у вас нет государственной стратегии. В 2017 году госпрограмма по антикоррупции закончилась. Счет по борьбе с коррупцией должен быть прозрачным для населения. Я хочу отметить, что отчет должен быть реальным. Наталья Владимировна, вот показатели экономики за 2018 год в основном формируются Национальным статистическим комитетом, а Нацстаткомитет находится не под влиянием правительства. Это независимый орган под контролем парламента и президента. Поэтому у них методика, утвержденная международным стандартом и так далее, я думаю, надо верить. И тем более у нас есть параллельный контроль этих цифр, которые дает Национальный статистический комитет. Есть местные администрации, местные органы, есть министерство, которое отвечает за определенную отрасль. Некоторые части, высказанные вами критикой, принимаются, что не принимаются эффективные меры. Ну, извините, некоторые проблемы накапливаются уже 30 лет. Вот, например, по урану, из-за того, что каждый год меняется правительство, руководители меняются, вы посмотрите, 7 раз лицензию продлевали, 7 раз разные люди. Поэтому, я думаю, есть часть критики, которая принимается, есть часть критики, которую надо будет объяснять. Спасибо. 10 секунд, Наталья Владимировна. Рахмат Урага. По поводу лицензий. Было решение Совбеза, президент выступал, пересмотреть лицензии. У правительства большие полномочия по пересмотру. Были возбуждены уголовные дела. А что здесь? Какие решения приняты? Никакой информации нет. Вы можете дать? Вы имеете в виду по урановому месторождению? Ну, сейчас мы заканчиваем инвентаризацию, поэтому к нам идет очень много жалоб по поводу невыдачи лицензии. Из-за того, что у нас идет анализ, инвентаризация, после того, когда мы выясним, куда мы вообще двигаемся в сфере недропользования, тогда мы будем менять политику. Мы сейчас принимаем новую политику, новую стратегию. Я думаю, эта стратегия будет эффективнее. Спасибо.